Нашим флагманским проектом является борьба с аутизмом. Нами создано сейчас 13 аутизм-центров. По сути, мы охватили весь Казахстан и привносим самые последние методологии, обучаем очень много родителей, педагогов, и надеемся, что этот проект, он действительно будет эффективным в оказании помощи многим деткам с расстройством аутистического спектра и их родителям. Бүгін сіздерді біздің іс-шарада көруге өте қуаныштымыз. Я очень приветствую два последних проекта, которые «ЖАС Лидер Академиас» и «Зеленая школа». Мне кажется, это очень такие тонкие, глубокие, очень современные проекты. Потому что, во-первых, огромный охват. Потом регионы, в которых больше всего населения живет. Воспитание лидерства – это очень важно. Воспитание, умение презентовать себя, рассказать, разговаривать, просто готовить проекты. Ну а «Зеленая школа», экологический проект – это просто фантастический. А молодежь очень сильно озабочена экологией. То есть наше молодое поколение, оно не даст пропасть природе, стране. У нас, вот, как вы уже поняли, в этом году будет завершено строительство аэропорта. Тоже очень большой проект и очень важный для региона. На этот проект фонд потратил $33 миллиона. 1 сентября 2023 года, как и обещали, всего за 10 месяцев была построена крупнейшая школа в поселке Касши на 1500 учеников. Это сразу же решило проблему того, чтобы дети могли учиться в комфортных, качественных условиях. Я сам был в этой школе, видел вообще процесс строительства и могу с уверенностью сказать, что там действительно все сделано на высочайшем, на очень качественном уровне. Эта школа обошлась фонду в $17 миллионов. К сентябрю откроются эти две новые школы в Алматинской области. Не могу не отметить программу помощи тем людям, которые пострадали в результате каких-то стихийных техногенных бедствий, потому что в Казахстане часто бывает наводнение, в Казахстане люди часто теряют дома, повреждается имущество. И вот в таких случаях фонд приходит им на помощь. Мы через карты Фортебанка выделяем им финансовую поддержку. А иногда, в принципе, строим дома и тоже передаем бесплатно в дар жителям. Ну, в общем, много-много проектов, о которых, в принципе, можно говорить долго, но если вот так вот коснуться основных, то это, наверное, вот, пожалуй, все. Бір-екі ай бұрын ботаникалық садқа барғам. Мен оның бұрынғы кезінде барғам, одан кейін осы жаңадан жасалғаннан кейін енді көрдім күшті екенін. Бірақ осы фондты жасаған білген жоқ. Шынымен де күшті жасалған. Андай для галочки дейді ғой. Для галочки емес, шынымен де бір сүйіп жұмыс жасаған секілді адамдардың бәрі. Прям когда даже строительство деген андай зат қой. Могут на тебя принять, а там видно, что классно все сделали. Сол себепті өте ұнады бұл жоба. Біздің Алматы қаласы тұрғындарына бір жақсы сыйлық деп ойлаймын. Больше всего мне понравилось, что этот фонд больше фокусируется на детях. Вот. Это работа с детьми, страдающими аутизмом. Помимо этого школы, то есть показали проект школы. Я хочу обязательно туда съездить. Сказали, что она возле Астаны в селе Косши. Я обязательно съезжу, посмотрю. Сегодня я узнал еще дополнительную информацию о том, что по всей стране открыто еще 13 центров Асыл-Мирас, и часть из них там переданы государству. И здорово, что, получается, фонд Булата Тимуратова делает начинания, к которым потом подключается государство и другие бизнесмены. Огромное спасибо учредителю, конечно, исполнительным директорату, всем, кто работает. Колоссальное дело делаем, хотя кажется, может быть, это незаметно, но это меняет жизнь всех, кто связан каким-то образом с любым из наших проектов. Спасибо.